Сегодня во всем мире время глобальных перемен, и будущее мироустройства зависит от исхода событий, происходящих на Украине. В феврале 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции. Главная ее цель – полная демилитаризация и денацификация Украины. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что с самого начала событий Абхазия активно поддерживает Россию. Сухум вслед за Москвой заявил о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а затем о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Мы дорожим и той поддержкой, которую Абхазия оказала нашей стране в связи с проведением самой специальной военной операции. Ценим участие абхазских добровольцев в военных действиях и сегодня, и в целом на Донбассе, начиная с 2014 года. Ценим и гуманитарную помощь, которую Абхазия оказывает жителям Донбасса, теплый прием, который был оказан беженцам с Донбасса на абхазской земле. Михаил Шургалин отметил, что проведение специальной военной операции стало крайней мерой. Ведь с 2014 года Россия делала все возможное для урегулирования проблемы Донбасса мирным путем. Несмотря на это, на протяжении многих лет в регионе ситуация постоянно нагнеталась. Не прекращались обстрелы ЛНР и ДНР. Именно западные страны, и в первую очередь США, виновны в том, что разрушены Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан, Сомали и многие другие страны. Это своего рода американское проклятие. К чему только Вашингтон не прикасается, все превращается в руины. Россия, добавил Шургалин, не стала дожидаться своего включения в этот трагический список. В декабре 2021 года Америке и НАТО были направлены проекты договоров о гарантиях безопасности. Однако ключевые позиции документа были проигнорированы. Посол отметил, что западные элиты не скрывают своих целей – нанести России максимальный урон с последующим стратегическим поражением. Были упомянуты информационная война, а также искажение исторических фактов. Мы продолжим нашу борьбу, целью которой заставить так называемый коллективный Запад смириться с очевидными фактами. А раз уж уговор не действует, мы сделаем это силой оружия. Они должны воспринять то, что на земле есть государства, у которых есть свои интересы, которые готовы эти интересы отстаивать и с которыми Западу предстоит существовать. И более того, взаимодействие. Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба сделал небольшой экскурс в историю и рассказал, что, по его мнению, стало отправной точкой происходящего. Шамба считает, что истинную причину нынешнего кризиса следует искать в сложившейся после распада СССР ситуации в мире. Ведь Советский Союз и созданные им организации Варшавского договора были реальным фактором мировой стабильности. Распуск варшавских организаций и сохранение НАТО – главные причины сегодняшнего мирового кризиса. И вина за это лежит не только на западных политиках, но и на последнем поколении советских руководителей. Михаил Горбачев имел все возможности, чтобы не допустить слома системы мировой безопасности. Много говорят, что он мог бы добиться письменных гарантий нерасширения НАТО на восток. Ресурсы советской сверхдержавы в сочетании с политической волей ее руководство могло бы привести к тому, что было достигнуто соглашение, которое привело бы к созданию новой системы европейской безопасности и мировой безопасности. Но Горбачев не проявил и сотой доли политической воли, которую обязан был проявить не только для защиты интересов своей страны, но и мировой стабильности. И в этом его главное политическое и историческое преступление. Однако нельзя возлагать вину исключительно Горбачева. В позднесоветской и постсоветской российской, как интеллектуальной, так и политической элите существовал слой людей, которые считали, что распад СССР и организация Варшавского договора может быть той ценой, которую они готовы были заплатить за интеграцию России в евроатлантическое сообщество, в том числе и в НАТО. Шамба добавил, что вступление России в НАТО означало бы перераспределение ролей в альянсе, так как Россия стала бы самым сильным игроком по экономическим и демографическим показателям. Такое положение дел США точно бы не устроило. Секретарь Совбеза отметил, что в политической элите США присутствует очень влиятельная группа людей, которых российский политолог Караганов назвал рыцарями и пажами холодной войны. Они могут жить только в атмосфере крупного международного конфликта, и в их интересах
целях провоцировать конфликты с США и блоком НАТО. Я хорошо помню свои переговоры в 2008 году в Швеции. Тогда, перед тем, как начать войну в Южной Осетии, политические лидеры Грузии, ближайшее окружение Саакашвили, предложило встречу с абхазской стороной. И вот эта встреча произошла в Швеции. На этой встрече как раз говорилось о том, что у России ржавые танки, что Соединенные Штаты Америки поддержат Грузию, и танки грузинские могут дойти до Москвы. Совершенно очевидно, что эта встреча была направлена на то, чтобы запугать нас возможным вторжением. И вместе с тем показать, что за их спиной стоят Соединенные Штаты Америки. И к чему это привело, хорошо известно. Упомянул Сергей Шамба и о призывах Киева открыть второй фронт в Абхазии и Южной Осетии, вслед за которыми от Тбилиси поступил отказ. Мы понимаем, что за такой политикой нашего заингурского соседа стоит не русофилия или стремление к урегулированию отношений с нами. Такое поведение грузинских властей вызвано сугубо прагматичными причинами. Однако, кто сказал, что в результате нынешнего давления грузинское руководство не будет заменено на антироссийских радикалов или само вынуждено будет все-таки открыть второй фронт? В этой ситуации я считаю, что мы в Абхазии должны сконцентрироваться на нескольких вопросах. Во-первых, мы должны самым тщательным образом проверить мобилизационные возможности нашей армии. Соответствующие поручения уже даны президентом. Во-вторых, в кратчайшие сроки должны быть подготовлена концепция реформы наших вооруженных сил, в том числе все, что связано с перевооружением, оснащением новейшими видами вооружений и военной техники. В-третьих, мы продолжим нашу политику поддержки новых российских регионов Донецка, Луганска, Херсонской и Запорожских областей. С 2014 года Абхазия оказывает поддержку жителям Донбасса. За это время в конфликтный регион не раз доставлялась гуманитарная помощь. В ДНР и ЛНР сотрудники МЧС Абхазии помогали спасать пострадавших после взрывов людей, эвакуировали женщин, стариков и детей. Большую поддержку Донбассу также оказывает Союз российских соотечественников в Республике Абхазия, который сейчас активно помогает детям с ограниченными возможностями здоровья. Председатель организации Анна Калягина накануне вернулась из конфликтного региона. У нас был список, мы решили, что мы возьмем вот к СОРСам и общественными организациями себе в подопечный именно вот этот фонд, который дети-инвалиды, реабилитирующиеся. И мы по списку собираем вещи, то, что им нужно. Они присылают нам вещи, нам списки, и мы собираем эту помощь. Мы в этот раз отвезли много обуви, вещей, апельсины, лимоны, мандарин уже не было. И что самое важное, они очень сильно просили нас сейчас, вот как бы свежие такие новости всем говорю, что они очень сильно просили сборы. Им 10 дней нужно сборов, мы сейчас будем их организовывать с 5 марта. Вот, с Божьей помощью, как бы и все вместе, и коллегами из отельного бизнеса. Я думаю, что мы найдем им воду, им нужна вода, им нужен бассейн. По данным Совбеза России, в Европе перед началом СВО была сформирована группировка вооруженных сил США, в которой числились более 60 тысяч военнослужащих, танков, боевых самолетов. На 40% возросла интенсивность полетов у российских границ американских стратегических бомбардировщиков. Почти вдвое увеличилась интенсивность воздушной разведки сил НАТО в Калининградской области и Крыму. Постоянно велись провокации с участием кораблей НАТО в Черном море. За первые 1,5 месяца прошлого года, то есть за несколько месяцев до начала спецоперации, на Украине приземлилось до 50 военно-транспортных самолетов из стран Запада, которые доставили более 2000 тонн вооружений, боеприпасов и средств защиты.
Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко после недавнего ухода с поста заявили, что Минские соглашения были всего лишь попыткой дать Киеву время на усиление армии и подготовки к войне. С 2014 года в зоне конфликта сражается за справедливость интернациональная бригада «Пятнашка». Большую поддержку оказывает казачье кубанское войско. И сегодня «Пятнашка» – это действительно настоящий полноценный интернационал. Это такой абсолютный мультикультурализм, да, людей, которые, как и, абсолютно не совру, наверное, да, как вот в Великую Отечественную войну бок о бок все воевали вместе. Человеческие жизни нельзя оценить. И более 100 казаков кубанского казачьего войска уже отдали свои жизни, принимая участие в боевых действиях, порядка 300 раненых наших братьев. И сегодня, вот с самого начала, когда была нашим главнокомандующим, президентом Российской Федерации объявлена специальная военная операция на Донбассе, на Украине, мы не остались в стороне. И были организованы пункты приема гуманитарной помощи. И за весь период участия в специальной военной операции кубанским казачьим войском уже более 100 тысяч тонн гуманитарных грузов направлено в зону СВО. В рамках конференции была организована выставка, посвященная жителям Донбасса. В завершении собравшиеся почтили память погибших в ЛНР и ДНР минутой молчания. Гугуца Вардания, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение.